Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Во всех школах республики прозвенел первый звонок. С Днем знаний учащихся, педагогов и родителей поздравил президент. РУП «Черноморэнерго» продолжает работы по расчистке магистральных воздушных линий от растительности. Икона Влахренской Божией Матери передана в дар Бедийскому храму. Во всех школах Абхазии 2 сентября прозвенел первый звонок. Свои двери перед учениками распахнули 153 школы. В этом году в первый класс пошли до 3000 ребятишек. С началом учебного года школьников, педагогов и родителей поздравил президент Аслан Бжаня. День знаний – это всегда радостный и по-особенному волнующий праздник, символизирующий начало пути к знаниям, достижениям и открытиям. Пусть новый учебный год станет для всех вас увлекательным путешествием, полным ожидания и надежд для будущих выпускников, первокурсников, студентов, долгожданных встреч для всех учащихся. Пусть каждый учебный день приносит радость и стремление к новым высотам отмечается в поздравлении главы государства. Во всех школах республики с самого утра праздничная атмосфера. Цветы, шары, улыбки и долгожданные встречи после летних каникул. Наша съемочная группа побывала на торжественной линейке в 14-й столичной школе. Репортаж Шезины Ханагуа. Самый волнительный день в году. Первоклассники все как один нарядные. Аккуратные бантики, в руках букеты, за спиной рюкзаки. День знаний в этом году наступил 2 сентября, немного продлив каникулы. Сегодня не будет оценок и ответов у доски. Они только знакомятся друг с другом и с первым учителем. Наверняка многие из первоклашек накануне ночью не могли уснуть. В 10-й раз проверяя тетрадки в портфеле и новую школьную форму. Кто-то, наоборот, с утра просил маму поспать еще 5 минуточек. Все они, конечно, догадываются, что начинается новый период в их жизни. Мне моя подруга говорила, что в школе интересно, и я в это верила. И мне становилось все интереснее и интересней. Ты хорошо будешь учиться? Я надеюсь, что да. Мне бабушка прислала посылку, и в ней были банты, гольфы и разные платья, и вся форма хорошая для школы. В каком ты настроении сегодня? В хорошем. Ты здесь будешь учиться? Да. Вот что тебе мама рассказывала о школе? Что нельзя плохо себя вести. Ну и даже, знаешь что, если хочешь пойти, говори, можно выйти. А ты как планируешь учиться, хорошо? Да. Знаешь алфавит, уже умеешь писать? Уже умею писать. Я купил тетрадки, простой карандаш и стерку. Линейка – это особое торжество. Здесь музыка, стихи, речи. Некоторые первоклассники признались, что лучше бы остались дома, чтобы посмотреть мультики. Однако большая часть, конечно, за то, чтобы прийти в школу на уроки. Домашние задания и контрольные – все это потом. А сегодня улыбки, радость и волнение. Ведь для школьников День знания – это нечто большее. Новые впечатления, встречу с теми, с кем предстоит подружиться и пройти 11 долгих школьных лет. Мамы, папы и бабушки, затаив дыхание, любуются первым выходом своего чада на торжественную линейку. А Мы приветствуем всех вас! Перед вами первый класс. Мы стояли, долго ждали и обдумывали речь. Уж полречи мы сказали, уф, гора свалилась с плеч.
Атмосфера праздника буквально витает в воздухе. Цветы, шары, азбука – первый в жизни урок, который запомнится навсегда. Это волнительный день не только для учеников и учителей. Забот прибавится и у родителей. Мой первый, единственный ребенок идет в первый класс. Мы пошли на год раньше. Так получилось, что мы приехали с республики Коми, с города Сыктывкара. И здесь детки, получается, заканчивают садик на год раньше, чем у нас. Поэтому мы вот так случайно получилось, что мы попали в первый класс. Ну, она, в принципе, уже в садик ходить не хотела. Она у меня такая ранняя, в школу собиралась уже давно. Просто немножко бредничает, капризничает, да. Так, она довольна, ей нравится все здесь. Детский сад позади. Впереди долгая, насыщенная школьная жизнь. Из уст первоклашек звучат первые в их жизнь стихи на правах вступивших в полноценную школьную жизнь. К новой для себя роли, кажется, и привыкать не нужно. Если шагнуть в школьную жизнь хотелось давно и всерьез. Тепло поздравил школьников с началом нового учебного года выпускник школы, спикер Народного собрания Лаша Ашуба. Невероятно приятно участвовать в линейке. Поздравляю вас с Днем знаний. Прежде всего хотел бы поздравить родителей первоклашек. Для них сегодня особенно волнительный момент. Пожелать им удачи в учебе. Они погружаются в незабываемую пору жизни. Конечно же, отдельная благодарность руководству школы, учителям 14-й школы за их самоотверженный труд, терпение. Спасибо вам, вы воспитываете будущее поколение. От всей души поздравляю всех родителей и желаю успехов в учебе ученикам. В первый осенний день начинается увлекательная, хоть и длинная, порой непростая дорога в страну знаний. Чудесный, удивительный путь ждет более 50 первоклашек 14-й столичной школы. Беззаботность, непосредственность, жажда знаний, волнение перед началом первого в жизни урока. Для детей этот день всегда полон сюрпризов. Школа готова к началу очередного предюбилейного года. Нам в сентябре 25 года 65 лет исполняется. Отремонтировано у нас 8 кабинетов под ключ, абсолютно ремонт. И все заменили, все новое. В новые классы сегодня зайдут некоторые классы. Хочу выразить благодарность главе города Беслану Федоровичу Эшба, его заместителю Астамуру Нукзаровичу Ашуба, горстрою, возглавляемый Астамуром Пипе, которые в течение нескольких месяцев в такую жару делали все усилия приложили, чтобы эти кабинеты были готовы. Спортивный зал у нас остались, тоже благодарность хочу спикеру парламента, нашему выпускнику Ашуба Лаше Нукзаровичу сказать, благодаря ему сделаны все основные работы, остались только облицовочные. Я думаю, в течение 1-2 месяцев все это будет доведено. На сегодняшний день в 14-й столичной школе обучаются около 600 детей. Однако и в этом году в первом классе нет абхазского сектора. Управление образования в начале учебного года открыло у нас подготовительный класс для всех желающих, кто хочет в первый класс пойти обучаться на абхазском языке. Пришли, к сожалению, всего 3 человека. Они весь год педагог, который должна была набрать, занималась, но, к сожалению, пошли в разные школы. В небо летят воздушные шары, а первоклашки стройными парами отправляются на первые уроки. Им раздадут учебники, а завтра первый настоящий урок и даже, возможно, первые оценки. Пожелаем школьникам отличных оценок и интересных событий в новом учебном году, а педагогам и родителям мудрости и терпения. Шазина Ханагуа, Рамо Камке, Абхазское телевидение. В Гагарском районе в этом году более 400 первоклашек, 165 из них пошли в абхазские школы. Праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года, начались с 9 часов утра. Нарядно одетые учащиеся построились на торжественные линейки. И, конечно же, День знаний особый для тех, кто впервые переступает школьный порог. Гагра района Хадара Ахдзалы, Ацарапша Ахдзалы, Ехапи, Анырха. Рапхадзаак на школах Шаджи Хузгаз, Хавчка, Акпия класс Италас, Айхдзера Кобзия.
Ацарам шпицай. Хаучтым тача сымта школ ялго. Шара харахзефан шбадуру. И табуб харас харстаху барцайча. Хамейк дзарада. Зохчко усрады золу. Так пхукрола. Зус я знаю. Чан бзилашная. В День знаний школы Чемчирского района распахнули двери для 180 первоклассников и 100 учащихся подготовительных классов. После торжественной линейки и первого звонка будущих выпускников по сложившейся традиции ожидала морская прогулка на катере. В средней школе номер 2 имени Эшба впервые открылся 3-й по счету первый класс. В этом году за парты сядут около 500 учащихся. Сотрудники госавтоинспекции с утра 2 сентября обеспечивали безопасность дорожного движения у школьных и дошкольных учреждений. Такое дежурство будет осуществляться в течение всего учебного года каждое утро. Сотрудники госавтоинспекции с раннего утра 2 сентября обеспечивают безопасность дорожного движения у школьных и дошкольных учреждений. Согласно приказу руководства Министерства внутренних дел 2 сентября 2024 года с раннего утра силами Центрального аппарата УГАИ, МВД, РА и личного состава спецроты проводится организация безопасности дорожного движения вокруг крупнейших школ столицы. В очередной раз напоминаем родителям и учащимся школы о важности соблюдения правил дорожного движения. Также просим родителей проводить беседы с детьми о важности соблюдения правил дорожного движения и поведения детей на дорогах. В течение всего учебного года каждое утро сотрудники госавтоинспекции будут осуществлять дежурство у школ. В очередной раз инспектора призывают напоминать детям о том, как правильно и безопасно передвигаться на самокатах и велосипедах, где и как безопаснее всего переходить дорогу, а также о важности значения дорожных знаковой разметки. Минувшее воскресенье в Бедийском храме стало поистине незабываемым и торжественным. Храму преподнесли в дар икону Влахренской Божией Матери, написанную по заказу предпринимателя Элисо Пачуля. Эта икона подарена храму не просто так. В конце X века абхазский царь Баграт II в честь Влахренской иконы Божией Матери построил Бедийский собор, в усыпальнице которого он и был похоронен. Икону Влахеренской Божией Матери внесли в Бедийский храм. По преданию, икона была написана евангелистом Лукой, а в Константинополе во Влахеренском храме она прославилась многими чудесами. На самом деле для всех верующих этот подарок стал чудом. Сам Бедийский храм полноценно не работает, и поэтому здесь отсутствуют иконы. Но в то же время храм является одним из самых древних святилищ Абхазии с большой историей. Элисо Пачулия, наша соотечественница, родом из Очимчиры, признается, что всей душой любит приезжать на родину. Это уже не первый подарок Элисо. Ранее она уже заказывала икону для храма в селе Моква. Мы приехали как-то сюда, и в храме я увидела, что нет иконы главной. И обратилась к иконописцу, которая ранее делала нам уже икону для Мокского храма. И мы стали писать. Так как здесь вообще нет икон, решили сделать большой формат, чтобы это было значимо, чтобы она была большой, когда ты заходишь, чтобы ее было видно. Вот. Мы ее писали долго. Иконописец Татьяна Ивановна человек такой верующий, вот, и получила благословение у владыки. И пишет давно. Бедийский храм был освящен в честь Влахерской иконы Божьей Матери. Это почитаемая в православии икона, которая считается чудотворной. Об ее истории можно говорить часами. Она действительно очень интересная. Верующие встретили икону Влахерской Божьей Матери со всеми почестями и с превеликой радостью. Перестали быть верующими. И по сей день фактически вы неверующие. Нет, конечно, есть верующие, я должен отметить, вот сегодня икона была привезена не случайно же. Это же наши с вами земляки, землячки организовали. Это верующие люди. Тот, который верует, он никогда не теряет связь с родными, с родиной и со своими ближайшими людьми. Конечно, они есть, и слава Богу, что они есть, и благодаря них, возможно, Абхазия в будущем получит серьезное развитие.
За прошедший месяц в Бедийском храме это уже второе знаковое событие. 18 августа здесь прошел оперный концерт Хиблы Гирзмава, который не оставил равнодушным никого. Несомненно, Бедийский храм возродится и станет еще более посещаемым местом для всех православных христиан. Ульяна Рожкова, Камила Джопо, Абхазское телевидение. МЧС Абхазии объявляет акцию по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области. В числе приоритетных для доставки значатся продукты питания, мука, сахар, макаронные изделия, крупы, консервы, бутилированная вода, а также теплые вещи. Груз формируется в здании МЧС по улице Конфедератов, 12. Печальная весть. Скоропостижно ушел из жизни заведующий гербарным сектором Ботанического института Академии наук Абхазии Антон Валерьевич Коськин. Им была изучена биоразнообразие флоры Ритинского реликтового национального парка. Прошел предзащиту кандидатской диссертации. По состоянию здоровья не смог выйти на защиту. Написанный им научный труд будет представлен в виде монографии научному сообществу. Коллектив и администрация Ботанического института выражают соболезнования семье и близким Антона Коськина. В Галском районе выявлены насаждения наркосодержащих растений. Далее оперативная съемка МВД. Сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел Галского района в ходе оперативных мероприятий выявили насаждения запрещенных к возделыванию на территории Республики Абхазия наркосодержащих растений. Все корни конопли Южно-Краснодарской изъяты на участке по месту проживания Джинджоли Махары Рузгеновича, 1999 года рождения, в селе Гагида Галского района. Гражданину Джинджоли вменяется незаконное культивирование запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений в крупном размере. Уголовное дело расследует следственная группа Галского РОВД. 15 нетрезвых водителей выявили сотрудники ГАИ Абхазии в ходе специального рейда. 2 человека находилось в состоянии наркотического опьянения. Все подробности в материале пресс-службы МВД. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского свидетельствования на предмет опьянения. Саитов Иван Гардисанович, 1998 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении без водительского удостоверения. Анкваб Иснат Нударевич, 2000 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Лого Омар Васильевич, 1957 года рождения, житель Очимчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Зухба Шарах Иродьевич, 1987 года рождения, житель города Ткварчал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Грезин Андрей Вячеславович, 1988 года рождения, житель Владимирской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Абузяров Рустем Рафаилович, 1986 года рождения, житель Республики Татарстан, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шилагин Юрий Анатольевич, 1985 года рождения, житель города Мурманск, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шереметьева Екатерина Владимировна, 1985 года рождения, жительница города Ярославль, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Конфеев Александр Александрович, 1996 года рождения, житель Московской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кети Рустам Вадикович, 1984 года рождения, житель города Пицунда, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ашалян Артур Сидрянович, 1987 года рождения, житель поселка Цандрипш, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Убилава Мамука Жораевич, 1966 года рождения, житель Ткварчалского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Шматько Иван Иванович, 1967 года рождения, житель города Луганск, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Губин Тимур Мансурович, 1990 года рождения, житель Республики Башкортостан, управлял автомобилем в алкогольном опьянении.
Санава Тимури Муртазович, 1982 года рождения, житель города Гау, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. 2 сентября Приднестровская Молдавская Республика отмечает День образования республики. Главный праздник страны символизирует единство, сплоченность и стремление приднестровцев развивать государство, образованное 34 года назад. Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость от Молдавии 2 сентября 1990 года, после того, как депутаты Верховного Совета СССР Молдова в июне того же года объявили о суверенитете. Жители Приднестровья День образования республики празднуют торжественно и широко. По всей стране организовываются красочные мероприятия. Проводятся ярмарки, выставки и концерты. В мероприятиях принимает участие делегация из Абхазии. В нашей сегодняшней программе мы предлагаем вашему вниманию документальный фильм «31 факт о Приднестровье», рассказывающий об истории государства и об его сегодняшнем дне. Черноморэнерго продолжает работы по расчистке магистральных воздушных линий от растительности. На данный момент силами предприятия расчищено более 80% от общей протяженности высоковольтных линий 220, 110 и 35 киловольт. О ходе работ и когда планируют их завершить, узнавал Заур Коварчия. Падение деревьев на линии электропередачи или их перегруз вследствие провисания ветвей – одна из самых частых причин отключения света. Поэтому трассы ЛЭП всегда должны быть свободны от леса и мешающих проезду техники кустарников. Расчистка высоковольтных линий по всей территории Абхазии ведется силами Черноморэнерго уже второй год. На данный момент работы проходят одновременно на двух участках – линиях Цабал-35 и Бзып-220 киловольт. Здесь проходит воздушная линия 35 киловольт, которая питает населенный пункт Цабал. Она вся заросшая деревьями, кустарниками, происходят частые отключения. В этом районе по этой линии в год отключений аварийных до 50 было. Протяженность ее 26 километров, прочищено 16. Населенному пункту Ишера проходит две линии, 110 Ишера и 220 Бзып. 220 Бзып питает Гагрский район, Гудаутский район. И занимаемся расчисткой этой линии тоже. По словам работников Черноморэнерго, уже сейчас, благодаря проделанной работе, число аварий на высоковольтных магистралях сократилось в разы. Это дает возможность использовать высвободившиеся средства и энергию для решения других проблем отрасли. Протяженность всех трасс по Абхазии порядка 700 километров, которые требуют именно очистки. На данный момент уже свыше 500 километров мы прошли. И осталось порядка 150, может, чуть-чуть больше. Вот. Но для сравнения хочу привести такие цифры. В этом году из-за касаний высоковольтных линий было всего лишь 2 аварии. Мы надеемся свести это к нулю. Это колоссальная экономия для наших и средств, и сил, и работы техники. Вот. Работы будут, безусловно, продолжаться, потому что, как вы сегодня убедились, и в Ишерах проведена большая работа, и здесь, и по всем районам, в принципе. По всем высоковольтным линиям 220, 110 киловольт, это Бзып, Шишелети, работы уже проведены. Полную расчистку линии электропередачи планируют завершить до конца текущего года. Затем регулярно будут проводить профилактические работы по их поддержанию. Заур Коварчия, Рамо Камки, Абхазское телевидение. Временно исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр выступит с докладом перспективы международного культурного сотрудничества на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, который пройдет в северной столице в середине сентября. В рамках деловой программы пройдут панельные дискуссии и круглые столы с обсуждением вопросов в области культурной политики и развития международного сотрудничества.
Рассказ «Сольвейк» Анатолия Лагула опубликован в международном журнале «Литературное знакомство». Перевел рассказ на русский язык Виталий Шаря. Анатолий Лагула – абхазский поэт, прозаик, публицист, лауреат госпремии имени Дмитрия Гуля. Главный редактор журнала Алла Шара. Журнал «Литературное знакомство» выходит с 2008 года. В редколлегию альманаха входят писатели, художники, ученые из многих стран мира. А сейчас прогноз погоды. По сообщению синоптиков, во вторник, 3 сентября, ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен кратковременный дождь с грозой. Днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 26-31. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.